Урок 5. Разбор прошедшего времени и отрицательная приставка. Ичуахиерар всем на этом уроке, как и понятно из названия, я разберу прошедшее время лезгинского языка. Поговорю о прошедшем времени, как она образуется, сложно ли ее образовать и другие аспекты. Самое базовое в прошедшем времени – это добавление аффикса «на» в конце глагола, и после этого образуется прошедшее время. Кроме этого, есть еще много времен прошедшего времени, однако на данный момент остановимся именно на этом «на». Берем глагол «аву» – «делать». Спрягаем его в прошедшем времени. Убираем конечную маздарную букву «н» в слове и добавляем аффикс прошедшего времени «на». «Аву» плюс «на». «Авуна» – «сделал», ну или «делал». Еще можно к глаголу прошедшего времени добавить вспомогательный глагол «аво», который иногда сокращается до «ва». Авун плюс «ва», авунво, уже сделано. Еще некоторые виды прошедшего времени с добавлением в конец буквы «ю» и «аво». Авуна – сделал, авунай – сделал когда-то, авунво – уже сделано, авунвай – уже было сделано, и еще одно время иезвай – делал. Это пока самые главные и важные формы прошедшего времени. И еще примеры. Например, рахун – разговаривать. Рахана – разговаривал, раханай – разговаривал, дело уже было сделано. Раханва – уже поговорил, раханва – уже разговаривал, оказывается. Рахазвай – разговаривал когда-то. Ну и давайте немного объясню книжным языком эти времена. И еще один пример – глагол фи – ехать, идти. Первое – прошедшее определенное. Амфена – он пошел. Прошедшее определенное образуется сочетанием аффикса с основой перфекта. При помощи этой формы говорящий сообщает о событии, которое произошло в прошлом, но полной уверенности в том, что оно действительно имело место, у него нет, так как действие, о котором сообщается, могло совершиться и не в присутствии говорящего. Об информируемом факте говорящий мог знать косвенно из других источников. В повествовательном рассказе о прошлых событиях это самая обычная форма. Например, «Сайфиз зрубом арфаркона, чумихиз хижена». Однажды ночью пошел сильный дождь, и мы совершенно промокли. Еще его можно переводить на русский язык деепричастием прошедшего времени. А синтаксически такое употребление прошедшего определенного можно характеризовать как деепричастное обстоятельство образа действия, обозначающее какое-либо побочное действие или состояние, предшествующее действию глагола сказуемого и сопровождающее его, характеризуя совместность, интенсивность или иное его качество. Например, «Руша каткана элзавай» – девушка лежа читала. Второе – это то же самое, только давно прошедшее определенное «амфенай» – он ходил. Третье – это прошедшее результативное «амфенво» – он пошел. Прошедшее результативное один выражает такое совершившееся действие, результат которого налицо в момент речи. «Ам мектебдис фенво» – он пошел в школу. Ну и то же самое давно прошедшее результативное «ам фенва» – он, оказывается, ходил. Пятое – это прошедшее длительное первое «амфизвай» – он шел. При несамостоятельном употреблении формы прошедшего длительного «один» выполняет функции причастия настоящего. Например, «газетки элзавай руш вилерх кожна засклигна». Читавшая газету девушка, подняв глаза, смотрела на меня. Как вы видите, хоть и в конце «на», но до аффикса идут буквы «у», «а» и «е». «Аву» – «авуна», а не «авна». «Раху» – «рахана», а не «рахна». «Фи» – «фена», а не «фна». Чтобы не было путаницы, в словаре все указано, как спрягается глагол по временам. В прошлый раз я рассказывал про один лезгинский словарь. На этот раз укажу другой словарь под названием «гаф», который вы можете скачать с Google Play Market или с App Store. Уникальность этого словаря в том, что в нем сразу несколько словарей. Но нам нужен толковый словарь. Там указаны все виды спряжения глагола. Например, возьмем глагол «аку» – «видеть». Я обозначил цифрами, чтобы вам было легче понять. Первое – это будущее время – «акода». Второе – это прошедшее время – «акуна». Третье – это целевая форма – «акоз». Четвертое – это настоящее время «акозва». Пятое – это повелительная форма «аку». Шестое – это «увидимся» или «давай увидимся» – «акон».
Седьмое, пусть увидит, акурай. Восьмая – это запретительная форма акомир. Девятое – это не увидеть, такун, или называется аорист. Десятое – увидеть еще, ахкун. Таким образом, вы не ошибетесь при спряжении глагола, если у вас под рукой будет этот толковый словарь. Вы его можете даже не скачать, просто зайти в интернет и найти этот словарь онлайн. Итак, давайте разберем отрицательные приставки. В 9 пункте было слово такун, не увидеть. Как это работает? Просто добавляйте букву Т впереди слова, если слово начинается с гласной буквы, а в остальных случаях та, те, тю. Например, аку видеть, таку не увидеть. Аву делать, таву не делать. Канху хотеть, любить, таканху не хотеть, не любить, ненавидеть. Ки умереть, тяки не умереть. Ку остывать, таку не остывать. Ку держать, таку не держать. Ру принести, тару не принести. Как будут выглядеть приставки у слов, тоже указаны в толковом словаре. То есть все идет по порядку, как я уже рассказывал на этом уроке. На этом уроке я вам рассказал про прошедшее время. Самое нужное, которое больше всех используется, это с аффиксом «на» в конце слова, если вы передаете какое-то событие. А остальные времена тоже показал ради примера. На этом, я думаю, заканчивать 5-й урок лезгинского языка. Всем спасибо, всего доброго, до свидания. Увидимся на следующих уроках.